але гэтага я не памятаю, толькі ў снах. Сню ў снах тое месца, дзе я нарадзілася, дзе мяне хрысцілі, вот дзе стаяла наша хата. Я будавала сваю хату, і гэтая хата, гэта моя песня. Это мой пачатак, это маё жыццё, это маё шчасце, это мой рай на зямлі, мае бацька і маці. Мой тата і мама, і сястра Рэня, якая была за мяне старэйшая. Вот так вот я выхоўвалася, у такой идиллии. Это была идиллия. Это была белорусская вёска, побудованная на памяти продков, на неписанных законах людских, вельми пригожих. И у нас была книга у хаце. У нас была книга, мы, па-першае, нейкую книгу мы свою мели и берагли яе, але и дзяліліся людзі у вёсцы адны з другімі кніжкамі. Это были книжки на польской мове, это были Классика, Сенкевич, например, и Мицкевич, у нас был свой Мицкевич, Адам Мицкевич, поэма «Дяды» и поэма «Конрад Валенрод». Я одна з першых, и Гражина. Вот, это был один з першых томов, які я у раннім дзяцінстве осваивала, читала, потому что читать нешта трэба было, а яна мне лежала. И моя поэзия почалась из песни. Вот, потому что за гостинец наш был спевный, спевали мои мама, тетка Броня и тетка Янина. Они втроем спирались, родные сестры, жили недалеко одна от одной. Одна лепит, другая горой. Тетка Янина рано стала удовой, и было найгорой. Але все равно они по-сестринску жили, как одной хатой. Да помогали одна другой и спевали. И я это все слухала. Конечно, это мои все вершики про конников, про синичек. Яны не могут быть недуховными. Вот. Это любовь. Бог – это любовь. И эта любовь заўсёды присутничала. Любовь, Бог присутничал в нашей хате, бо мой тата и мама первые поженились в вёсцы по каханню. Когда я начала писать уже, я профессийно занялась литературой, я не ведаю откуль, и это так само, видать, от вёски. Все-таки вёска наша так и не позбавилась вот этого язычництва, это поганство. И тому у моей поэзии, усяго гэтага от природы, бо мы молились Богу, але мы молились и сонейку, бо ему было надто потребно, потому что мы босенькие пасили коровок, а раницей было холодно ноги. И молились этому всему, что было вокруг нас, то есть земли, и траве, и древам. То, что есть у Янки Купалы, простой пришла я. И в моей поэзии гэтага вельми шмат. Вызвалилась я от гэтага менавіта у гэтым стагоддзі, калі пачала працаваць у нашей вере и у Авы Марыі, калі пачала хадзіць вот так вот вельми часто, калі мяне цягне ўжо да Бога, и практиковать все это, вот, веру эту. Я недавно стала разглядать свою творчесть и удивилась, что, скажем, в 90-е годы у меня была вот эта змагарская поэзия, але ей было вельми мало, и там было вельми шмат недопрацовок, теперь хочется перераблять это, вот, або просто выкинуть. А вот недзе после я стала писать, ну, на мою столь, бездокорные верши, потому что я их пропускала праз молитву. До Мати Божией Востробрамской и до Мати Божией Буцлавской, бо это все вот отбылось со мной. Я заехала в Буцлав, я стала посярод пляца, и я окунулась у это великое, якому нема ни смерти, у вечности. И я сказала, о Мадонна, малого местечка, у короне свитания, коли твое белое войско перед тобой повстане. Любовь до родимого у меня присутна в моих вершах. Но это все-таки вот идея от вёски, в моей тишине, а нужно вот от этого хутора Загостинского.
от этой природы, з якої я вийшла. Потім той город не улився у моє життя, моя сім'я, вони були для мене вельми важні. Мої діти, я про них писала про свою собаку Борку, теперь про котиков своих пишу, бо это моя семья. Вот. И я на этой семейной вот этой идиллии я и трималась. Я нават и не марила, как мне в детстве сказали, что я буду служить Максиму Богдановичу. Я была вступленная, але его это все понад бедным пухом вишню и рояль целая тонкая рука, и ну, жили во мне, потому что я уже училась все-таки в белорусской еще школе. У нас была белорусская школа и белорусский подручник истории, и был вельми добрый подручничек. И потом это польская литература, которая в нашей вёсце была, бо мы все-таки жили при поляках. И тому я выбирала вот это само собой Адама Мицкевича. Вот. Я его читала, у нас это был хатний поэт. Сенкевича мы читали. Зимою, зимовые вечера мы читали дома. Кто-нибудь читал Тата, Реня, а все слухали. И я не выбрала для себя Казимира Илаковича. Казимира Илакович. Это поэтка виленская. Вот. И она мне так помогла. Хай Бог ей поможет на этом свете. Ніхто меня в польскости попрокає. Я была белорусская девчина, яка жила у заходней белорусской культуре. И спевала все, что спевала моя вёска. Вот. Спевали мы белорусские песни, мы спевали польские, мы были белорусскими людьми. Вот. Яким вельми шмат была польская культура, краса. Я марила завсёды не знайсці у городе такое место на земле, каб я сядзела, каб адчынялі дзверы, і да мяне заходзілі і казалі, я вам прочитаю свои верши. И нарэшце мне такое место Бог дал. Это музей Максима Богдановича. Мы створили вот эту футболку, имя Максима Богдановича. Это была наша всебелорусская футболка. Але, конечно, працавали тут вот эти хлопцы. Вот. Зміцер Кисей, Валера Жевалевский, Юрась Пацюпа, Эдик Масько, який в музеї працював, і він з другого курсу, я його на полставки взяла, він вчився на другому курсі. І прийшов в музей, і ніяк от так він приліп. І до мене, і до музею він був вельми добрим работником, добрым экскурсоводом. Вот. Василь Безмен, Миша Боярчук, Лена Шунейка, Олесь Овчинников, Алена Копытка. Ну и было их еще, то еще Игорь Котов. Но я весь час будую всюди маленькую Беларусь, то есть свою вёску по-другому. Мы не Беларусь вёсковая, я городской не побудую, вот. Бо это будуют іншие люди, вот. А я не умею другой Беларусі будовать, а только такой, как наш загостинец, как наша вёска Біскупці. Вот. И, конечно, я будовала Беларусь усюди. То есть это была Беларусь Максима Богдановича, бо ён яе так само не побудовал, только в словах. Вот и моя. Ну, и мне нам удалось на некий час, але это был надто добрый час, потому что тогда все будовали Беларусь. Тогда все ехали одни до других, тогда мы шукали одни других, тогда нам треба было размовлять, тогда мы знаходили одни других. И, конечно, приезжали больше молодые люди, чем старые, потому что молодым легче ездить. И приезжали они не только из Беларуси, а и из Белостока. Вот. Бабас, это Белорусская ассоциация студентов. Вот. Ну, я их вельми хутко, их забрал до себя. Эдик Масько, и он ими займался. Вот. Приезжали одусюль. Из Лондона, из Нью-Йорка. И они ехали до нас. И вот сегодня я уже все это забылось, и сегодня все говорят, что мы навучились, мы вернули себе мову в музей Богдановича. Все ніяк вот приходили и находили там эту Беларусь.
Ну, а то, что мы будовали, конечно, наколькі можна было это показать в этих невеличких залах. Вот. Истории Беларуси, то есть наш Нивский период. Вельми помагала і Лариса Антоновна, хоч вона померла до того, як наш музей відчинився, але перед тим, як вона померла, вона мені то все дала в музей. Вот сказала, треба, хай буде гэта для Максима. Я сердце вынимала много разов со своих грудей и клала в этот музей, потому что я его робила вот, для людей. И он сыграл свою роль в 90-е годы. Вот теперь кого не слухаешь, кто не говорит, что его Беларусь починалась в музее Богдановича. Так что некую роль я задавала в своем коротким житті. Но долго у нас ничего не различено. Хата драўляная, конечно. Музей треба будовать специально. Были бы мы люди, берегли бы то, что маем. А мы таки умеем чомусь разбирать. Плакать я не буду для истории. Конечно, мне тяжелее теперь стало. И людей у меня не шмат, але яны ёсць. Адзіноты мне заўсёды і тады хапала, не гледзячы на ўсю эту вот дзейнасць, якая адбывалася. Чалавек вельмі шмат бывае адзінокі. І я да адзіноты прывыкала, асабліва калі не стала мужа. І аказалася, што я люблю адзіноту, таму што я на хутары жыла, а там ей было вельмі шмат. Напрыклад, гульня ў каменчыкі – гэта ад адзіноты. В моем дзяцінстве. І адзінота ў мяне была заўсёды, і яна якраз патрэбна для думкі. Але у мяне, скажам, сёння вельмі шмат людзей ёсць не ў Гародні, а ва ўсёй Беларусі. Вот. У мяне ёсць выдавецтва про Хрыста, і там Крыстына Лялько. Каб не про Хрыста і не наша вера, і не Ава Марыя, я, можа, і не мела б чаго рабіць, я не ведаю. Але вот яны з'явіліся, яны мне прапанавалі, дзякуючы ім я стала прозу пісаць. Вот это мои 3 книжки прозы. Это я вот у канцы написала, в канцы свайго жыцця. Про людзей, якіх я люблю, про тых, з кім я жыла.